Продолжаем. Проблемы и перспективы ингушской государственности сегодня обсуждали в научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева. Там прошел научный семинар, приуроченный к 26-летию становления нашей республики. Участники представили 5 докладов на тему социально-экономического развития региона за минувшие 10 лет. Репортаж нашего корреспондента. На 1 января 2017 года численность населения в республике составила 480,5 тысяч человек. Из них 94% занимают ингуши. Численность населения и коэффициент смертности за прошедшие 10 лет. Какие факторы влияют на качество и уровень жизни населения? На эти вопросы в своем докладе попытался ответить старший научный сотрудник Ингушского НИИ Людмила Барахоева. Проведя тщательный анализ, на который ушло несколько месяцев, она отметила, что на повышение уровня жизни ингушского населения влияет количество употребляемых продуктов, таких как рыба, овощи и фрукты. Темой доклада стала одна из глав ее будущей диссертации. Тема моей диссертации докторской – анализ социально-экономического положения Республики Ингушетия. Тема меня заинтересовала тем, что сейчас мы знаем, продолжается финансовый кризис мировой, в условиях санкций находится Россия, и поэтому было интересно посмотреть, как это все происходит, как это отражается на конкретном регионе. Сама работа запланирована на 3 года. Пока я начала с теоретической части и с анализа состояния в регионе, а должна закончиться работа разработкой стратегии развития региона. Это будет 3 и 4 глава. Конкретные будут программы, направления, мероприятия. Уже 8-й год подряд в стенах научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева проводится семинар, в рамках которого сотрудники ведомства обсуждают перспективы развития республики. В этом году программа семинара претерпела большие изменения. Если раньше темы докладов касались исторических и политических тем, то сегодня речь шла о развитии социально-экономического потенциала региона. Республика стабильно, в прогрессивном порядке идет вперед. Развиваются отрасли различные, открываются новые учебные заведения, промышленные предприятия. Поэтому об этом всем надо рассказывать, это все надо доводить. Смело можно говорить, что наша республика сейчас на подъеме во всех сферах, будь то образование, сельское хозяйство или строительство. И здесь новатором и главным реализатором всех намеченных идей и самых смелых проектов является лидер субъекта. Это в своем докладе отметила Лейла Арпханова. Ведущий сотрудник научного института проанализировала 9 из 10 посланий главы Ингушетии. Наиболее важными событиями с исторической точки зрения, отмеченными в посланиях, как имевшие место в текущем периоде, это 20-летие и 25-летие восстановления государственности ингушского народа, посещение региона главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной, принятие республики эстафеты Олимпийского огня, 70-летие депортации, 20-летие и 25-летие Конституции Ингушетии, 70-летие победы в Великой Отечественной войне, 245-летие вхождения Ингушетии в состав России и о праздновании в 2020 году 250-летия единения Ингушетии с Россией. Если в 2009 году в республике было 63 тысячи безработных, то к 2014 эта цифра снизилась в 2 раза. В 2017 показатель безработицы в Ингушетии составил 27%. Одним из основных способов вывода региона из кризисного состояния и развития экономического роста республики стали федеральные целевые программы. Это в своем докладе и отметила приглашенная гостья Марина Кадзоева. За данный период реализован ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе в 2017 году при поддержке Федерального фонда развития промышленности реализован инвестиционный проект «Завод по производству алюминиевых радиаторов», который сегодня производит конкурентоспособную продукцию. На сегодняшний день рабочие места 79 человек, но если завод будет работать на полную мощность, то количество рабочих мест должно составлять около 100 единиц. 4 июня 1992 года – важная дата в истории ингушского народа. Этот день стал новым этапом исторического развития, дав мощный толчок в сфере экономики, культуры и образования субъекта. И этот семинар – лишний повод напомнить всем участникам, что с каждым годом развитие нашей республики идет только вперед. Дана Плиева, Тимур Карахоев, Новости 24.